Самый творческий спорт, где видимая легкость дается упорными тренировками, это спортивно-бальные танцы. Гора новостей в Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой. Здесь проходит первенство Орджоникидзевского района по танцевальному спорту в рамках акции «За здоровый образ жизни». Сюда приехали лучшие спортсмены с района разного возраста для того, чтобы показать, чему они научились в течение года. Расскажите про эти соревнования. Сюда может попасть не каждый желающий, только тот, кто упорно, естественно, старается, тот, кто много занимается. Если будешь мало заниматься, и смысла сюда ехать не будет, так как это все-таки большое соревнование. Как нужно взаимодействовать в паре? Нельзя перебивать, нужно слушать партнера или партнершу. Если вдруг в мнениях что-то не складывается, то нужно у тренера спросить. И если вдруг какая-то большая ссора, то надо просто сесть и обсудить этот вопрос. Спортивно-бальные танцы включают в себя две программы – европейскую и латиноамериканскую. Несмотря на то, что с виду это кажется крутым представлением, на деле это суровый спорт. По факту спортивные танцы сильно отличаются от тех, которыми ребята занимаются в творческих студиях. Расскажите, какой танец ваш самый любимый? Румба. Румба – это латиноамериканский танец. В нем нужно, получается, это очень красивый танец, в котором гармонично сочетаются мальчик и девочка. Мы выступили довольно хорошо, я думаю. Мы станцевали европейскую программу, и мы станцевали второй вальс, медленный вальс. Получается, в европейской программе у нас было 6 танцев, точнее 5. И на венском вальсе мы уже очень устали. Было очень тяжело дотанцовывать программу, но мы это сделали и заняли первое место. Как вам пригодится этот чемпионский титул? Можно будет гордиться, показывать своим детям, они будут радоваться и тоже будут стремиться, как и мы, занимать первые места. Из нашего клуба «Весна» мы заняли первое место сегодня на турнире в Уфе. Наш клуб «Весна» занимает очень много первых мест. Спортивно-бальными танцами можно заниматься от 5 лет и до 61 года. Существует несколько классов подготовки спортсмена. Каждое выступление переносит определенное количество очков. Хоть и выглядит это все легко и непринужденно, это практически как футбол или любой другой командный вид спорта. Здесь собираются спортсмены разного уровня, ведь здесь можно отлично себя замотивировать на новые свершения и вспомнить, с чего все начиналось. Лера Иткулова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.